кумадир, дай-ка мне такой план совпомнения, такой план совпомнения, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кума, кумадир, вспомнение. Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков, а также ваши добрые друзья, я Кристина и мой помощник Уйгорыш. Приветствуют вас на нашем уроке макшанского языка. Шумбрата да шабат. Друзья, на прошлом уроке мы говорили с вами о домашних животных и учились называть их по-макшански. Сегодня... Кристина, а можно я подскажу ребятам, какую тему мы сегодня будем изучать? Пожалуйста, Уйгорыш. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил, и угадайте, о чем мы сегодня будем вести речь. Заглянули мы в леса, что за чудо-чудеса! Белка скачет по деревьям, под кустом сидит лиса, на ветвях сидят пингвины, льву большому чешут гривы, мышь гоняет кенгуру, а медведь дерет кору. Вот такой веселый лес, в нем полным-полно чудес. Правильно, ребята! Сегодня мы будем говорить о диких животных. Только Уйгорыш решил вас чуть-чуть запутать. Конечно, вы все прекрасно знаете, что пингвины, львы и кенгуру не живут в лесах. Молодцы, ребята! На сегодняшнем занятии мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой Вирень-Ракшатни, дикие животные. Уйгорыш, ты как нельзя лучше знаешь, где живут дикие животные. Ну, конечно же, в лесу. По-макшански лес – это вирь. Правильно, Уйгорыш, леса – это живое чудо нашей планеты. Там, где шумят леса и текут полноводные реки, живут братья наши меньшие, дикие животные. Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной березовой роще или по таинственному сказочному ельнику? Лес прекрасен в любое время года, но лес – это еще и родной дом для его обитателей. И в этом огромном доме живут хищные, травоядные и всеядные звери. Друзья, назовем имена хищников на макшанском языке. Ребята, повторяйте за мной. Вырьгас – волк, вильката – кашмараш, рысь, келась – лиса. Все верно, молодцы! Ребята, многие из животных питаются сочными травами, хвоей, побегами кустарников, ягодами и грибами. Их называют травоядными. В мордовских лесах обитают следующие травоядные животные. Ребята, назовем их вместе. Нумал – заяц, сярда – лось, ур – белка. Запомнили? Молодцы! А еще в лесах обитают животные, которые питаются как растительной, так и животной пищей. Их называют всеядными. Кто к ним относится? Виртува – кабан, овта – медведь, сеяль – еж. Молодцы! Уйгорыш и ребята! Только животные живут не только в лесу. У мелких речушек и больших рек Мордовии встречаются бобры, выдры, ондатры. Эти грызуны приспособлены к полуводному образу жизни. Назовем их тоже. Ведь ката – ондатра, ведь пача – выдра, ведь пине – бобр. Кристина, а еще в Мордовии встречаются разные породы птиц. Правильно, Уйгорыш. О птицах, конечно, мы будем говорить только на следующем нашем уроке, потому что наша встреча подошла к концу. Итак, друзья, наш урок на этом завершен.
Сегодня мы с вами узнали о животных, которые обитают в лесах и у берегов рек Мордовии. И научились называть их на макшанском языке. И в завершении нашего урока мне хотелось бы вам сказать по-макшански: «Ванфтось теперь впяльть, берегите природу, васидем изон кельгама ялгат». Берегите природу. До встречи, дорогие друзья! Kuma dere bir sınza, doç moç kuma dere bir sınza, bişke kuma dere bir sınza.